Накануне в День Республики состоялось открытие нового гемодиализного центра. Перерезав символичную красную ленту, в Якутии смогли решить проблему недоступности диализной помощи на территории республики. Центр оснащен современным медицинским оборудованием и имеет в своем распоряжении более 30 аппаратов гемодиализа. На открытии нового медицинского учреждения побывал Александр Лысак. Мы решили проблему доступности диализной помощи в республике. С этих слов началась торжественная церемония открытия гемодиализного центра в Якутске. Его задача – помочь больным с почечной недостаточностью. Добавлю, что проект реализован на основе государственно-частного партнерства. То есть были привлечены как бюджетные деньги, так и средства сторонних инвесторов. Это первый масштабный проект государственно-частного партнерства. И этот проект, я думаю, что будет пионером развитие данного механизма в реализации наших задач и реализации государственной политики в области здравоохранения. После торжественной части состоялось официальное открытие центра гемодиализа. Затем была проведена экскурсия по центру. К слову, он оснащен современным медицинским оборудованием. В общей сложности установлено 34 аппарата гемодиализа. Добавлю, раньше проблема оказания подобной помощи в Якутии имела острый характер. К сожалению, мы не могли обеспечить этим видом лечения всех нуждающихся в нем. Нам приходилось, к сожалению, отказывать в этом виде лечения. Этого не должно быть. В 21 веке пациент не должен умирать от почечной недостаточности. Пациенты учреждения отмечают оснащенность нового гемодиализного центра. Это мой первый визит в новый центр. Мне очень понравилось. Просторное помещение, есть раздевалка, созданы все условия. Прежде мы лечились в очень маленьких комнатах. Мужчины и женщины раньше вместе лечились. Открытие гемодиализного центра решило две важные проблемы. Первая – повсеместное лечение больных почечной недостаточностью. И вторая – применение государственно-частного партнерства в строительстве объектов здравоохранения. Александр Лысак, Василий Слепцов, новости столицы.